Миллионы пушистых лучиков солнца с удивительным запахом весны. Так в республике цветет акация серебристая, знакомая всем как мимоза. Практически в каждом абхазском дворе это раскидистое золотое дерево сейчас в цвету. В преддверии Международного женского дня в садах ажиотаж. Если растение подрезать правильно и не слишком усердствовать, через год-два цвести будет еще пышнее. Желтый сезон в разгаре. Сборщики взялись за лестницы и секаторы. Эти миллионы пушистых цветков готовятся к отправке туда, где весна только вступает в свои права. Чтобы веточки сохранили вид и аромат, нарезают их только в хорошую погоду. Упаковать для отправки тоже нужно правильно. Конечно, любим. Конечно, природная, красивая мимоза. Будете рады такому подарку? Конечно. Вот это режем красиво, пакуем, 5-6 килограмм делаем, отправляем в Россию. Здесь у нас много идет веток, вот примерно, я не знаю, 60-70 веток получается у нас. Вот такие красивые. Вот. Мы с коллективом мы делаем где-то 120 коробок за день. В преддверии Международного женского дня Абхазию охватывает желтая лихорадка, так как в России ждут заветные ароматные веточки. Здесь никого не удивишь золотыми деревьями. Они – привычная часть местных пейзажей. Мимоза – товар абсолютно экспортный. Для многих жителей Абхазии продажа цветов мимозы – неплохой способ подзаработать. Благо растет она во многих местах и не требует ухода. Но не все так просто. Так как в Москву мимозу надо везти пару тысяч километров, то вопрос хранения является главным. Вот коробки клею, пакую. Цветы отправляем в Россию. Сколько коробок за день у тебя получается? Вот, не знаю, где-то штук 50, если не больше, до обеда. В этом саду с утра до 17 часов вечера работают до 10 человек. За смену каждый получает 2500 рублей. Реализаторы рассчитывают собрать до 3 тонн. Данная партия мимозы отправится в Москву уже 24 февраля. Как правило, если когда рано цветет, она и рано портится, естественно. Но в этом году многие заготавливают пораньше, держат их в холодильниках и потом уже к 8 марта вывезут на территорию Российской Федерации. Очень много мимозы в районе, я думаю, что точного подсчета нету, но более 10 тысяч корней мимозы растет в Гулрипском районе. Они много заброшены, никто не ухаживает, но основную часть люди ухаживают, чтобы весной получить какой-то доход от мимозы. На протяжении недели в садах Гулрипского района ведется активный сбор мимозы. В этом году здесь хороший урожай. Рассчитывают заготовить до 100 тонн. Еще, наверное, неделя, и потом уже сами цветы, которые раньше зацвели, они начнут портиться. И крестьяне, как обычно, сажают деревья мимозы в тех землях, которые особо не мешают другим сельхозкультурам. Ухаживают за деревьями и потом получают урожай и продают этот урожай. В прошлом году тоже был неплохой урожай мимозы, но из-за погодных условий очень мало было заготовлено. Из мимозы можно создавать необыкновенные букеты, которые будут радовать глаз и наполнять помещение волшебным ароматом. Цветки растения можно сочетать с другими цветами, создавая гармоничные композиции. Букеты из мимозы становятся настоящим символом весны в любое время года. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение.